То, что его мать англичанка. То, что у покойного короля Хусейна были 4 жены. Была у него египтянка, англичанка, палестинка и американка. Дети у мусульманам по отцу. Старший сын учился от англичанки, ему 54 года. Он учился военный летчик в Англии. И женатый на палестинке зовут королева Рания. Тоже красавица. Королева, у них уже 4 детей, 2 мальчика и 2 девушки. Старший сын звали Хусейн, в честь дедушки. Живет король, конечно, в столице Амман. И тоже в каждом городе, скажем, есть у него своя резиденция. Тут в Акабе резиденция нашего короля находится сразу на море, естественно, и рядом с израильской границей. Насколько близко до израильской границы, в основном вот этот дворец виден со стороны Илат. Это настолько мы живем дружно и мирно с нашим соседом. Уважаем и любим нашего короля и его семью. Так, мы уже около самой Петры. Это последняя деревня перед, собственно, самим городом-призраком. Здесь живут люди. Как видно, обычной жизнью. Привычной. Вот такой вот. Дворцы даже. Да, привет. Так, ну вот мы почти что уже приехали в Петру. Это поселок перед, собственно, Петрой, в которой расположено 65 гостиниц, в том числе Мэриот и разные другие. В красной рубашке наш гид. Смотрите, дорогие друзья, вот этот город, который называется Вади Муса. Вади Муса. В переводе на русском долина Моисей. Это место назвали, то что есть источник и восток города. И местные бедуины думали, если есть тут Магин Арон, это брат Моисей. Думали, что пророк Моисей с Богом сделает источник. Хотя пророк Моисей тут не причем. Потому что царь, который был тогда на этой территории, запретил Моисей проводить еврейские семьи через эту территорию, он их привел через пустыню. Город Вади Муса, 25 тысяч населения, 65 гостиниц. В основном богатые люди живут за счет туризма. Ну, за счет туризма, да? Смотрите, мы будем с вами ехать туда вниз. Видите автостоянки, где автобусы? Оттуда мы уже выходим, спустимся ниже. Вот это здание белое квадратное вниз, это центр посетителей. Там купим билеты, потом начинается главный вход. Видите, люди туда ходят внизу, в самом конце. Это главный вход, первые 800 метров будем идти на солнце. И смотрите, вот оттуда вам, смотрите, вот киоск видно, да? Ущелье. Видно вам? Да. И видно, оттуда начинается каньон, 1200 метров. Город Петра за горами, оттуда не видно. Город Петра за этими горами, Да? ну. Видно территорию Петра, а там поселок, видите, вот там живут бедуины, это последние жители древнего города. Они жили в этом городе с 1812 года до 1984. Покойного короля Хусейна в 83-м он нашел с ними общий язык, чтобы они освободили древний город, чтобы освободили пещеры. И он построил им дома за его счет, только по их условиям, чтобы кроме этих бедуинов в городе никто не работал. Говоря, это Вади это долина. Вади Муса, Вади Муса это город перед Петрой.
Вади это долина, значит это у нас даунтаун. Даунтаун, Вади Муса. والله بدور قاعد بدي واحدة بنت حلال تكون مستورة. أكيد طبعا. تجوز تتجوز. بدي واحدة صغيرة تكون. وبعدين نستخير الله عز وجل. داونتاون всегда трав. فيها خير. Пожалуйста, центр посетителей. То, что мы прошли. Здесь главный вход. Первые 800 метров будем идти на солнце, потом отсюда начинается каньон. 1200 метров будем идти до города. Вот это 2 километра, только дорога до города. Отсюда начинается город Петра, потом спустимся до театра. Это экскурсия на один день, потом возвращаемся обратно тем же самым путем до автобуса. Город большой, видите, в один день невозможно его смотреть. Хотели сделать снег, или даже возможно, что они нанимали архитекторов, инженеров, все, что высвечено в скалах, это все принадлежит на Балтийский. Нижний фасад, который ниже называют его морг. Это место, где мы их подготавливали, святые люди. Потом родные забрали предметы, где их хоронили в гробницах. В общем, не очень все хорошо сохранится. То, что песчаник от дождя, от ветра смывается. Нижний фасад, этот морг хочет сохранить все верхний. Да, интересно. То есть вот это нижний фасад сделан в первом веке до нашей эры, а верхний в первом веке нашей эры, поэтому он лучше сохранился. Это морг, то есть захоронение фактически. По всей видимости, мы подходим уже к каньону. Мы сделали свои 800 метров под солнцем. Сейчас нам обещают тень от каньона. А это вот такая станция лошадиная. Кто хочет, может на лошади туда идти. Либо последний километр возвращения преодолевать на лошади. По всей видимости. Ага. Тут еще ворочаемся. Причудливо. И смотрим туда туннель, который его высекли на Балтии примерно 3 век до нашей эры. Чтобы дождевая вода она не уходила подальше от города, то что начинается отсюда каньон. Раньше был больше дождь, больше наводнения. Они сделали несколько плотин. Это дамба, вот, видите, плотина восстановлена в 69 год. И полмостик сделан больше, чем сейчас. Смотрите, маленький мост, это за то, что у нас сухой климат. В наше время есть прогноз погоды. Если предполагать, что будет сильный дождь, то в этом случае закрывают главные ворота. Никого не пускают. А если неправильно был прогноз погоды и пошел сильный дождь, бывает такие случаи, как в прошлую неделю, в этом случае закрывают главные ворота, и туристов, которые зашли в город, они их вызывают и вывозят из севера города. И на ослах есть специальный огромный грузовик. Вот сейчас даже делается в конце города, там далеко, делается дорога. Это вход в туннель, в который мы сейчас пойдем. И в основном весь путь до центра города будет в этом туннеле. Закрывали камнем полностью, чтобы вода не грязнела, чтобы не испарялась. И положен тут канал, питьевая вода.
А второй канал, который был сделан из керамики, положен с другой стороны, останки дальше увидим. Откуда вода бралась в этих каналах? В горах были родники. И на Батыя они с родников сделали водопровод из керамики. До сюда они их так засекречили, что это вообще не было видно. Римляне, когда захотели иметь эту территорию, они не могли с первой попытки, только с пятой. Что они сделали, чтобы обнаружить эти каналы? Долго римляне давали собак воды. И собаки они от жажды делились, где влажность. Тогда обнаружили римляне эти каналы, они их тогда закрыли и сделали осаду на весь город полгода. И как закончилась вся вода, внутри в городе 5 раз сдалась. Это было в 106 году. И тогда римляне построили арку и назвали ее Арка Победы в честь императора Троян. Смотрите, вот 4 камня наверху, видите, с левой стороны? В честь императора Трояна. И разрушилась эта арка после сильного землетрясения, которое было в 1895 году. А то, что сохранится внутри в городе, это в основном... То есть вот это одна из, то есть левая опора арки Трояна, которая была построена римлянами в честь победы над набатийцами. А в 106 году нашей эры, насколько я помню. Вот. Полгода было осаждение. Да, вот а вот это вот остатки вырубленного канала, водопроводного канала. Он сейчас открытый, а был закрыт. То есть с нашей стороны. И там текла вода, питьевая вода в город. В город. Вау. Делайте фотографии, я буду видео делать. То есть питьевая вода здесь текла, да? Текла, да. И здесь было закрыто. Да, он сказал об этом. Нет, они просто другие делали. Он сказал об этом. Чем оно могло быть закрыто? Камнем тем же, не знаю. Или чем-то может быть А вот здесь что-то другое тоже текло. Я уже забыл. Ну вот в этой вырубке. Но здесь вода, да, проходила? Вот здесь питьевая вода в город. Ага. Да. Ну этот каньон, это, конечно, не мейн. Пожалуйста, ближе, чтобы все туда смотрели наверху. А что ж там В наверху принципе, такое? тут и везде заметно, что тут была вода. То, что предполагают археологи, 560 миллионов лет назад тут был море или океан. Море или океан. Этот море постепенно. Оставили много слоями, как видите, везде это останки животных и растений, плюс базальт и кремний. А само ущелье образовалось от природы. Как высох этот песчаник стал твердым. И тут было землетрясение тоже много миллионов лет назад, которое рухнуло между эти горы, получилась трещина. А эта трещина увеличивалась, сколько был дождь и наводнение, и получилось в этом виде. То есть этот каньон не рукотворно, это все природа, минимальная высота в начале 20 метров, максимально 110 метров. Вот это дерево называется инжир, тоже дальше есть такие деревья. Вот, ну, их посадили вместе где-то лет 30-35 назад, и этих деревьев никто их не выливает водой, то что песчаник зимой, ну, от дождя впьется воду внутри влажный, и во-вторых, корни инжира, они крепкие, больше 20 метров, находят до влажности. Инжир. Так, хочешь, я тебя под инжиром сниму? Давайте. Да, канал продолжается. Вот он. Даже остатки воды сохранились. Вау! Вау! Это я уже вертикально вверх держу камеру, чтобы было понятно. Ну что, здесь как будто бы кондиционированный воздух. Да, здесь достаточно серьезная высота. Колодец. Прошу вас, поближе, пожалуйста, я хочу вам рассказывать историю здесь. О, это интересно. История это всегда интересно. После того, как римляне захватили город, жили на Балтии под руководством римлян, Римская империя надлилась в Петре до начала IV века. Вот таких ниш их полно в городе. Смотрите, особенно в каньоне.
Это за то, что они были язычниками, в этих них ставили свои боги, свое божество. В 324 году, после того, как император Константин принял христианство, он тогда заставил всем верить, что были христианами, естественно, убрали этих богов. Некоторые более-менее сохранились, которые высечены в скалах, как нам видно здесь, и называют их в каньоне Душара. Это главная богиня плодородия. То, что два канала, видите, вот там второй канал, чтобы вода была плодородная. В общем, после того, как приняли христианство, называется это потом бросили город. И главная причина бросили города из-за землетрясения. Много погибли жителей Петри, те, которые стали живыми, бросили города, и неизвестно куда, где исчез этот народ. Но было известно про этот город до 12 века. Тут были крестоносцы, они были в Иерусалиме 88 лет. И на территории Иордании они, крестоносцы, строили 5 крепостей. 3 из них на территории Петри, но нельзя сказать крепости, маленькие наблюдательный пункт, можно их называть. Но они потом разрушились из-за землетрясения. Но тогда освободили крестоносцы Петру после того, как сюда приехали мусульмане. И тогда был герой мусульманин Салах ад-Дин. Слышали про Салах ад-Дин? У него был цель освободить город Иерусалим от крестоносцев. В принципе, легко освободили иорданскую территорию. Они приехали с пустыни Сина, с юга. Освободили иорданскую территорию, в том числе Петр, шли на север. Они там завоевали 16 лет, пока освободили Иерусалим от крестоносцев. За это время бросили Петру и забили город. Получается, с середины 12 века до 1812. То есть этот город был потерян почти 6 веков. В 1812 приехал путешественник Швейцарии, зовут Йон Боргхард, который хотел найти этот город. Вместе с миллионом искали города. Ну, про город Петр, может быть, это никто не подтвердит, никто не отрицает. Может быть, местные знали про этот город. Это во время Османской империи. Может быть и нет, но для Европы это был потерянный город. Приехал путешественник швейцарец, вместе с бедуином искали города, и как нашли город, бедуин позвал своих родней, своих бедуинов, которые заходили в этом каньоне. И как дошли до самой Петри, тогда называли тот фасад, который вы видели по рекламу, Аль-Хазна. Ну, казной или сокровищницу. Почему так называли, это там на месте расскажу. В общем, тот фасад его приняли в новых 7 чудо-свет 7 июля 2007 года. Это было голосование по интернету, плюс сообщением. Первое место выиграла Великая Китайская стена. Ну, вы сами знаете, что китайцев больше. Поэтому китайская стена выиграла первое место, второй Петр. После этого выборы приняли Петра в 7 чудо-свет, приняли в организации ЮНЕСКО, обещали ЮНЕСКО будет вести раскупки и реставрация за их счет. Но когда это будет, пока неизвестно. Это из-за кризиса, пока никаких реставраций в городе не ведется. В общем, дорогие друзья, вот этот каньон, когда обнаружили город, был засыпан песком минимум 3 метра. Это то, что несло наводнение высоких камней за много веками. Некоторые места, как нам видно здесь, до 6 метров. Иорданцы чистили этот каньон в начале 60-х годов. Его чистили до останки Римская дорога, оригинально, видите? Которая была сделана в 114 году во время императора Троян. Она была везде в каньоне и была ровненько, разрушилась из-за наводнения из-за землетрясения. Где была разрушена Римская дорога, иорданцы развили в 97 году вот эта бетонная дорога, что была всем удобно. Так это римские камни? Офигеть можно. Вот эти камни, значит, были положены на дорогу, вымощены римлянами. Он Денис так спокойно стоит на них. В принципе, римская дорога не только здесь, там дальше будет, только поосторожно, видите, кривая и скользкая дорога. Ничего себе. То есть это в каком? В 1 веке, да? Где-то то. Ну я по ней пошел. Класс. Вау. А я туда буду снимать видео, а оттуда буду снимать стилкетчи. Ты посмотри, что там делается. Там солнышко, а у нас здесь прохлада, и кондиционер не нужен даже. Даже кондиционер не нужен. Вау!
Прошу вас поближе, пожалуйста. Смотрим, пожалуйста, здесь и главный богиня в каньоне Душара. Вот смотрите, у вас будет время обратно, если что, фотографироваться. И все равно возвращайтесь по этой дороге. Главная богиня Душара, смотрите, два квадратика, это глаза, посередине нос, без рта, без ушей. Это богиня Душара. Они выбили две помощницы, Аллат и Аль-Узза. И видно Аль-Узза, которая отрезана вот голова с той стороны. Это ее отрубали мусульмане в 12 веке. Почему его оставили? То, что она, видно, имела голова как человека, глаза, нос, рот, ушей. Это у мусульманов знак вечности. Будет жить до конца этой жизни Бога Аллаху один. Есть у нас в наше время, в такие время, ортодоксальные мусульмане, которые в домах не вешают никаких фотографий, ни человека, ни животных. Считается это грехом. И главная версия здесь называется охранник караванов, то что этот Бог видит на выходе из города. Вообще скажет караван в этих деревьях, которые видят сверху, и снизу они сжигали разные благовония. И плюс в той нише с левой стороны, возможно, они пожертвовали какое-нибудь животное в честь каждого каравана, чтобы была счастливая дорога и выгодной торговли. Вторая пещера, видно останки ступеньки. Предполагают археологи, здесь жили амазонки. Это боевикницы, которые воевали голые для бойся. Со своими грудями они соблазнили солдатам, чтобы легко им отрубать голову. Это легенда, конечно. Увидим фигуру от амазонок у сокровищницу дальше. Теперь смотрите, разные цвета образовались за миллионы лет. За то, что много разных минералов, плюс много железа и много медь тут. Другое название города его называют розовый или красный город. Здесь максимальная ширина в каньоне 17 метров. Теперь смотрите на эту скалу. На что похож? На рыбу. Что, голодный даже? Молодцы, правильно, на рыбу. Всем видно рыба? Да, видно. Вот и все. Посмотрите отсюда на рыбу, пожалуйста. На что она похожа? На слона, с одной стороны на рыбу, с другой на слона. Это все природно. У кого есть богатая фантазия, как наша красавица, то можно много всего туда фантазировать. Вау! Вот красивый видос. Вот так вот отсюда. Денис пошел другим путем. Вау! А если они сейчас упадут, эти камни? Вау! Я, пожалуй, пойду пешочком лучше. Слушай, в этой телеге так трясет. Это видно, школьницы им лица не обязательно закрывать, да? Похоже, это группа несовершеннолетних девушек, потому что они все с открытыми лицами. Пускай. Хочешь садись, никого не мешало. Пассажиров видно. О, что-то сужается у нас здесь. 3 метра. Самое узкое место, 3 метра. А, вот это самое узкое место, ясно. Да, каналы продолжаются, между прочим. Это для какой-то священной воды, это для обыкновенной питьевой. Как вам сказать? А? Я думаю, что просто питьевая вода. Ну, он так сказал, как, наверное, конечно.
Священное, что за священное? Вау! Когда появилась христианская религия, люди не хотели ее принять. Не хотели, чтобы эта религия распространялась. Но когда же Иерусалимская территория, она Сабилус Александр. В честь него назвали это место станция Сабилус Александр. И в честь него высекли, видите, фигура человека, второй меч, видно, ноги, ручки, и под ним надписи написаны на греческом Сабилус Александр. У римлян это получилось, что они тут приняли христианство только в 324 году. Первая ниже будто три столба, на самом деле главный трех богов Изида, Аштар и Ника. И фигуры этих богов увидим дальше у сокровищницы. Высота в каньоне примерно здесь 90 метров, максимально 100 здесь. 90 метров, вау. Так это в 2 раза выше, чем Ниагара, между прочим. Денис, 51 метр высотой. Смотрим туда, кажется, большой камень не держится. Хотя с той стороны большие скалы лежат и будут долго держаться. Здесь камни обваливаются очень редко, особенно когда землетрясение. И так, слава Богу, редко бывает землетрясение. Последнее землетрясение, которое было здесь, это было прошлая неделя. Редко. Ну, слабое. А перед последней это было 7 месяцев назад, а посильнее это было 11 лет назад, когда было 4 было в 4. Ну, тогда было в Иордании, в Сирии, Ливан, Израиль и север Египта. Но нигде ничего не разрушилось в Петре. Но этот камень скоро упадет. Не волноваться, Ну да. потому что все туристы застрахованы. Да, успокоил. Да, это надо, это потом заснимем. Да, причудливо. Вау. В 1997 году к остаткам этой дороги, разрушенной землетрясениями, был прибавлен бетон, уже иорданский бетон. Все это ямы археологи считают, что называют отстойные или фильтры. Извините. Они были закрытым камнем, и плюс они штукатурили вот эти каналы. То, что песчаник, если из воды, он постоянно смеется. Ну, есть все равно какие-то осадки, здесь идет осадки, жестяная вода дальше. 8 этих стойников сохранится по этому каналу. То есть это продольный фильтр больше 2000 лет назад. Да. Да, фильтруется отстаиванием, да. Да, здесь чистота. Благодаря мусорникам, чистота практически под метелку. Практически под метелку. Идея. Передняя копыта, задняя копыта, живот и корм, верблюд. Заметно всем? Дальше второй вагончик, второй человек, видно ноги, и второй верблюд. Это все символизирует караваном. Вы слышали, верблюд его называют корабль пустыни. Почему так называют? То, что в горбах охраняет жир, это как еда, в ногах в конце живота жидкость, как будто он вливется выше воды. С этого его называют корабль пустыни. Может без воды, без еды 3 месяца. Минимальный караван 500 верблюдов. Возили в основном серебро, ладан, кожи, приправы, пшеницу, кардамон и так далее. Смотрим на вагончик, который одет в юбку. Здесь предполагают археологи. Вагончики одевали шелк. То, что шелк на жару охлаждает. И
И на передний верблюд. Вот так, чуть-чуть сохранился ножки человек. И дальше второй верблюд, и перед ним полкушек. Получается, с этого вывода, видно, этот верблюд поднимали сюда вверх, а те спускались вниз. С этого вывод, что тут двухстороннее движение. Но чтобы вы не путали, торговли будет тут не шел, он был рядом с городом. Все верблюды, которые заходили в каньоне, это те, которые нуждались жители и город Петра. Или, можно сказать, свои караваны только. Incredible. Здесь какое-то паломничество иорданских школьниц. И, кстати, только школьниц, почему-то женские только школы видно. Абсолютно, только девчонки. Вау. А как ты думаешь, почему только мы девчонок видим, а мальчишек не видим? Мальчишки работают? Нет, просто школа раздельная. Школа раздельная однозначно, но почему мальчишек нету вообще ни одной группы, я что-то не помню. И такое обилие девчонок. Это дамбы, чтобы сюда вода, что ли, воду сдерживать там или собирать воду. Ну это современная. А современная ли она? Наверное, современная. Вау. Классно. Вау, а здесь что такое? Да, это огромные разломы, поперек каньона разломы и сделаны дамбы, чтобы не затопляло какое-то время. Вот одна и та же трещина. Одна и та же трещина. Денис снова облюбовал кусок римской дороги, оставшийся со второго века нашей эры. Римляне все позахватывали, они строили эти дороги. Да, они строили дороги. Они строили дороги точно. Стоп, мужчина нельзя дальше. Всем идем до конца сюда теперь. И снова туда смотрим. Что вам видно там? А мы его не видим теперь. Что? Ладно, там тоже ничего нет. Да, вам ничего не делать. Теперь поворачивайтесь всем, смотрите прямо туда. Сюда. Видите, как настроение общества. Теперь, пожалуйста, я сразу буду рассказывать. Вот это вот даунтаун древней Петры. Прошу вас поближе сюда, пожалуйста. Теперь, дорогие друзья, вот это самый лучший объект сохранится в этом городе. Во-первых, как видите, по левой стороне это все высечено внутри в скалах. Наверху потолок и напротив за вами высокий гор. То есть ни дождь, ни ветер, ни солнце не разрушается, поэтому самый лучший объект сохранится в этом городе. Понятно. Этот фасад его называли бедуины, когда обнаружили город в 1812-м Аль-Хазна. То, что они думали, в этот урна, который посередине на самом верху, думали, что это казна фараона. Смотрите, да, этот кувшин немножко разрушен. То, что они туда стреляли, эти бедуины думали, что будет город сокровища фараона. Хотя фараон здесь ни при чем, и кроме камня тут ничего нет. У названия до сих пор стоит Аль-Хазна. Смотрим с правой стороны кувшина, слева 4 орла без голов. Это то, что без голов их отрубали мусульмане в 12 веке, а 4 орла они символизируют силу, и получается орли носили душу мертвых людей на небеса. Кроме этого, еще они символизируют 4 сезона в году. То, что нам видно на балтийский календарь. Здесь этот календарь указан. Смотрите, ниже кувшина под диск солнца, который окружает 12 зубов или 12 свечек. Это 12 месяцев в году. Если вы молчите, значит понятно, видите, понятно, да? Понятно. Теперь смотрим ниже верхней колонии 30 роз горизонтально. Это 30 дней в месяц, и 7 дней недели это 7 бокалов или 7 вазочек, которые ниже трехугольника. Тоже горизонтально. И плюс еще нам видно 365 дней в году. Вот это можно их называть сухарики. Маленькие вот эти штучки, которые ниже под диск солнца, они рядом вместе идут. Ниже орлы. Ниже зубов, ниже под диск солнца.
плюс трехугольник внутри, ниже него и выше бокалов тоже, видите, выше бокалов, маленькие штучки. Это вместе получается 365 штук, это на балтийский календарь, который сделан первый век до нашей эры. Смотрим еще, дорогие друзья, здесь главный трех богов посередине Изида, это богиня смерти. Дело в том, что они верили в будущее, что они снова на этой жизни вернутся после смерти. Это доказано даже, там в основном видим гробницы. А то, что с правой стороны внутри с крылами Аштар, это богиня плодородия, а то, что с левой стороны Ника, это богиня победы. И плюс Амазона, который наверху, между колоннами, внутри по бокам, это боевикницы, которые воевали город до бойся с отрезанным правым грудом, чтобы легко достать оружие и стрелять. Теперь смотрим вниз, с левой и с правой стороны, между колоннами. Из каждого есть всадник, и на каждом есть, лошадь, и на каждом есть всадник. Всадник — это главная версия ангелей, которые помогли передать душам мертвых людей на небеса. Каким образом? Смотрим по бокам, с двух сторон этого фасада два ряда ступенечки, видите? Да. И заканчивается этот ступенек наверх возле орлы. Теперь смотрите на лошадь, который с правой стороны лучше сохранился. Четвертая нога будет наверх. 3 на баллон, 4 на свет, получается еще ступенька, это дорожка лошадям, которые передали душам мертвых людей орлами, потом орли в зале и на небеса, в рай. За колоннами с правой стороны есть пещера, и слева тоже есть. Главная версия — это морг, где мили мертвых людей, и родные, которые ожидали в тот зал ожидания, потом забрали они трубе этих людей, их в городе Харей. А то, что внутри зале квадратный, он ровно идет, длина, ширина, высота 11 метров, в этом зале 3 маленькие комнаты. Отсюда одна выгодна, которая по центру. Меньше 2 метров квадратных, есть еще одна справа и слева. И никаких переходов между ними нету. И главная версия считается, что это гробница на балтийский король Аритас IV, который во время него высекли этот фасад, и как умер, его тут хоронили. Этот фасад, дорогие друзья, его нашли, третья колонна с левой стороны, посчитайте, первая, вторая, третья была разрушена. Видно, восстановлена в 69 год, и сравнить ее с другими, получается, новая колонна немножко кривая. А решетки снизу откопали 11 лет назад, нашли 2 пещеры вниз, обнаружили в этих пещерах 14 скелетов человека. Я вам говорил, в начале костей нигде не найдено. Да, вы там говорили, что... Да, вообще Овчин, вот этот, который наверху, символизирует смерть. Новое название казна, это бедуины назвали. Символизирует смерть — это место для праха. То есть они сжигали своих мертвых, поэтому костей нету в городе. И, возможно, это живых людей смело с наводнения. И там сохранится, но пока никаких информаций про этих скелетов вообще нет. И длина этого фасада — это ступенек, который снизу 38 метров с половиной, ширина 27 метров, и максимальная глубина с левой стороны 27 метров. Правый сейчас от лева симметрично, как высекли до сих пор, это тайна. Вот эта гора, перед тем, как высекли этот фасад, она была примерно как по левой стороне. Это все своими руками высекли от 15 лет до 50 лет во время короля Аритас IV. Смотрите ступеньки, вот там эта дорожка была сделана для обслуживающих. Кто сделал этот фасад? Сами короткий путь, они поднимались туда, и потом они сюда пришли, и, возможно, они высекли леса, которые с камнем на ней стояли, и постепенно ее убрали сверху вниз. Этот фасад сделан в конце первого века нашей эры и в первом веке нашей эры. Внутри войти нельзя, до забора все видно. После того, как приняли Всемирный свет 7 июля 2007 года, запретили войти внутрь. То, что это песчаник, если всем разрешить войти, то оно собьется.
похоже на то, что нам видно здесь. Это современная гробница, это склеп. Сделано в основном с 2 века до нашей эры. Таких их полно в городе, это простой народ. А напротив, вот туда смотрим, улица Фасана, вот эта гробница для богатых людей. И туда дальше королевские гробницы. Это сделано в основном 1 век нашей эры. Все, что видите, так было, когда обнаружили город, единственное, что восстановлено на верхних ступенях. Видите, вот которые там в конце? Видно, их восстанавливали 9 лет назад. Теперь смотрите сюда, пожалуйста, по этим ступенькам, если подняться 750 ступенек, куда они доводят? Смотрите туда, они туда доводят. Там на горе есть место, которое называется алтарь, где раньше приняли житься в лечении животных. Плюс ножа для молитвы. Алтарь выше мирового океана 1037 метров. То есть мы примерно 900-930 метров выше мирового океана. Поднимается до алтаря в один конец где-то около часа. Отличается римская архитектура от Набатии. Римляне они вырубали камни, строили в горах, а Набатии высекли гора полностью, поэтому до сих пор сохранилась. Поместится в этом театре 3000 зрителей. Видите пещеры, которые выше театра, без ступеньки, это сделано для акустика, чтобы было всем хорошо слышно в театре. А по бокам гробницы. То есть раньше были гробницы здесь, с 2 века до нашей эры. Этот театр мы выбрали место именно в конце 1 век до нашей эры. Именно выбрали это место практически в центр города, чтобы солнце не помешало зрителям. Римляне захватили город, добавили вот эта стена напротив театра, но это восстановлено в конце 80-х годов. И положен римский фасад по высоте до последней ступеньки в театре, но это все разрушилось из-за землетрясения. Ну и Набатый смелся это камни подальше от города. Не буду говорить о гладиаторе, то что это чисто Набатийский театр. Его пользовали разные версии, некоторые считают для заседания парламента, или для своих концертов, фестивалей, или для религиозных праздников, особенно для похорон. То что все, что есть рядом с театром и напротив, это все гробницы. А где они жили? Вот разные версии. Есть такая версия, что это город мертвых, что Набатые жили рядом с городом. Но большинство археологов считают, что все эти камни, которые высекли гробницы, они себе построили дома. Это здесь рядом с гробницами. Не знаю. Так, мы идем уже к завершению нашего пешего перехода. Впереди у нас Римский театр, построенный римлянами после порабощения набатеев. А вот эти все дырки, это, в общем-то, гробницы простого народа. А с этой стороны гробницы царей. Так, этот театр помещал около 3000 зрителей в лучшие времена. Ну, стенка передняя, она восстановлена в 80-х годах. Я не прав. Это не римский театр, это театр набатейский. А римляне поставили вот эту вот стенку. Ну, не эту именно, эта стенка именно восстановлена в 80-х годах 20 века. Но римляне вроде бы как бы добавили к этому театру и использовали тоже как театр. Вот. Возможно, вот это римские камни. Возможно. Даже скорее всего, остатки. А вот здесь вот королевские усыпальницы, гробницы. Ну, туда дальше еще можно продолжать долгий путь, но мы это делать не будем. Нам отведено сейчас час 15 минут времени, чтобы вернуться в обратном направлении по этой дороге и сесть в автобус. Сейчас мы посетим типичный склеп набатейский. Вот вход в него. Входим.
И здесь получается вот такая вот как бы ниша для закладки покойников, по всей видимости. Ну как же еще иначе? Именно так, узенько. Можно положить несколько гробов. Ну, гробов, конечно, не было. Вот. А здесь рядом еще одна. О, это довольно просторная. Ну, практически все, что мы видели в Иерусалиме, очень похоже. Входишь, и здесь на троих, а может быть и на шестерых, кто знает. 3 ниши такие. Интересно. Уважали покойников. Уважали.